Хлеб, оставленный на столе, через пару дней превращается в кирпич, в фигуральном смысле. А вот кирпич в течение столетий остается кирпичом. Как ни крути. Как же делается предмет, который так много строит из себя, в прямом смысле? Да думаешь, премудрости. Шлеп-шлеп и готово. Вау! Кривые кирпичи подсунули. Глину для будущих кирпичей забирают на самом обычном глиняном карьере, после чего ее на целый год оставляют вылеживаться на открытом воздухе, чтобы сцепление между отдельными гранулами слежавшейся глины ослабло. Отлежавшуюся глину на заводе пропускают сквозь вяльцы. Глина становится однородной. Ее комочки теперь размером не превышают 1 сантиметр. А это тесто, которое размешивается в дежах на хлебозаводе. А это вакуумная камера на кирпичном заводе. Работает по принципу огромной мясорубки. Из нее под огромным давлением выдавливается так называемый кирпичный брус. Теперь и хлебу, и кирпичам надо придать законченную форму. Хлебомашина формирует батон одним движением. Да и автомат на кирпичном заводе мгновенно режет глиняный брус на стандартные кирпичные размеры. Если это так называемый ординарный кирпич, то его размеры 250 на 120 на 65 миллиметров. Почему же кирпич исторически именно такой? Такие размеры считаются оптимальными для чередования поперечной и продольной кладки. А именно, длина кирпича составляет 2 его ширины, плюс место под раствор. Ай да молодец! А ширина такова, чтобы мастеру было удобно брать кирпич одной рукой. Далее и в пекарне, и на производстве опять проводят схожие операции. Тесто должно, как говорят хозяйки, вздохнуть. Чуть-чуть осесть и лишиться ненужной влаги. Минут 20. На кирпичном заводе эту проблему решают более кардинально и помещают кирпичи на 3 дня в сушилку, разогретую до 50 градусов. Вздохнувшее тесто перекладывают на противень, а высушенные кирпичи отправляют в печь. Там температура уже посолидней будет, около 1000 градусов. На кирпичном заводе 200 горелок. Хлеб держат в печи минут 25, а кирпичи готовятся 2 суток. Вынимаем. Что же мы видим? И хлеб, и кирпичи поменяли окраску. У хлеба образовалась желтоватая корочка, а кирпич стал ярко-красным. Кто же выкрасил кирпич в красный цвет? В печи мы не заметили ни одного огнеупорного художника. В глине присутствует минерал под названием оксид железа. Именно оксид железа при нагревании приобретает ярко-красный цвет. Вот так кирпичи и становятся красными. Красные кирпичи складывают в пачки по 380 штук, ровно в 1 тонну весом. Пакуют в термоусадочную пленку и отправляют на площадку готовой продукции. Здесь около 1 миллиона кирпичей ожидают своих заказчиков. И, быть может, именно из них построят новый хлебозавод.